Доброе, бодрое августовское утро, дорогие наши зрители! До 1 сентября остается всего каких-то 2 недели. Для многих родителей, бабушек и дедушек и их чад начинается подготовка к новому учебному году. И как это сделать без ущерба для своей нервной системы? Как постепенно войти в рабочий режим дня? Это и будет главной темой нашего сегодняшнего эфира. Наш доктор расскажет о полезных привычках, которые необходимо завести для того, чтобы ваше утро было бодрым и добрым. Как всегда, по средам наша совместная с историческим парком «Россия. Моя история» рубрика, посвященная столетию якутской автономии. Гость студии, юрист-консульт Центра «Мои документы» разъяснит порядок внесудебного банкротства. Если у вас есть вопросы по этой теме, пишите на наш телеграм-канал «Утро Якутии», а также по номеру телефона 8 914 273 44 88. Также, впрочем, как и всегда, вас ждут любопытные сюжеты и новости наших коллег из информационной службы. Давайте начнем, как всегда, наш эфир с информацией о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 10-12 градусов тепла. В Заречной группе от 7 до 13 со знаком плюс. В Алдане плюс 9, в Нерюнгре плюс 12, а в Вилюйской группе от 11 до 13 выше 0. В Нижнеленских плюс 10, плюс 12, в Западных плюс 10, плюс 11. В Колымо-Индигирской группе Улусов 6-13 градусов тепла. В Янских 7-10, на северо-западе 9-12 выше 0. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 11 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Штиль. В течение дня синоптики обещают кратковременный дождь. Ветер юго-восточный подует с порывами от 4 до 9 метров в секунду. Днем столбик термометра зафиксирует температуру воздуха 20-22 жары. Как бы мы ни хотели, лето скоро закончится и наступит сентябрь, а это начало нового учебного года. Многие сейчас в заботах о том, как и во что одеть своих школьников, а бывает ли мода на школьную форму и какие фасоны выбирать, если у ребенка нестандартная фигура. Что купить такого, чтобы ребенок выглядел стильно, но при этом не нарушал школьный дресс-код? Давайте обратимся к специалистам. Все мы знаем, что первое впечатление, которое мы производим на людей, самое главное, потому что встречают нас по одежке. Среди детей это правило также учитывается. Дети, так же как и взрослые, хотят хорошо выглядеть, носить красивую одежду. При этом в школе ребенок проводит большую часть своего времени, поэтому подход к внешнему виду детей – вопрос очень щепетильный. Он должен не отвлекать от учебного процесса и приучать к дисциплине. Во-первых, она несет в себе воспитательную функцию, она дисциплинирует ребенка. А во-вторых, школьная форма обеспечивает учащихся удобной, эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни. В-третьих, школьная форма устраняет признаки социального, имущественного различия между учащимися. Ну и школьная форма поддерживает имидж образовательной организации и формирует школьную идентичность. Школьная форма становится обязательной почти во всех учебных заведениях, и это не личная прихоть директора или педагогического состава. Здесь учитываются пожелания как родителей, так и детей. И хоть на первый взгляд может показаться, что вся школьная одежда скучная и однообразная, каждый может добавить свою изюминку даже в обычное платье. Не стоит ограничивать индивидуальность своего ребенка и постараться сделать так, чтобы ему было комфортно, даже в формальной школьной форме. Обратите внимание на колготки, заколки, аксессуары, всевозможные цветные галстуки, интересные детали и головные уборы. Они помогут оставаться вашему ребенку личностью и индивидуальностью и проявляться среди своих сверстников. То же самое касается и мальчиков. Чтобы хорошо и интересно подобрать форму, в первую очередь стоит обратить внимание на интересы ребенка, а также личные предпочтения. Это и будет отправной точкой. Если ребенку нравятся более свободные образы, выбирайте больше лонгсливов, водолазок, всевозможных футболок поло. Если ребенок все-таки за то, чтобы ходить в белых и отглаженных рубашках, возьмите их побольше, потому что именно то, в чем ребенок ходит чаще, будет являться основной позицией, которую нужно будет взять в нескольких вариантах.
Немаловажную роль здесь играет удобство и комфорт, ведь в школьную форму ученик носит 5-6 дней в неделю. Также стоит обратить внимание на материал изделия. Качественные ткани позволят сохранить внешний вид одежды на более длительный срок, чем значительно сбережет семейный бюджет. Все родители хотят, чтобы именно их ребенок был самым красивым, самым лучшим, поэтому украшают школьную форму разными аксессуарами. Но родителям стоит помнить, что в школу подобает одеваться скромно, и объяснить это своим детям. До 1 сентября остается 2 недели. Совсем скоро отдохнувшие и расслабившиеся школьники вернутся за парты. Как провести последние дни перед началом учебного года и что делать, если ребенок не хочет идти в школу, и в каких случаях следует обращаться за помощью к специалистам. Об этом поговорим с гостем нашей студии, психологом Оксаной Басенко. Оксана Петровна Басенко, психолог, заместитель директора средней общеобразовательной школы номер 10 города Якутска имени Новопашина. Доброе утро. Доброе утро. Вот расскажите, с какого времени нужно как раз-таки менять ребенку после летних каникул режим, для того, чтобы с 1 сентября, уже вернувшись в школу, это проходило менее болезненно, так скажем? Ну, действительно, это вопрос такой очень риторический, на самом деле очень важный. Летний режим менять надо за 2-3 недели. Конечно, лучше было бы это за 5 недель. Но, как правило, мы ездим летом в отпуск, значит, отдыхаем. Соответственно говоря, получается это буквально за 2-3 недели. И сейчас как раз самое то время, когда можно что-то поменять. Ну, по поводу режима это все понятно, да, это и сон, это и прогулки, сокращение прогулок и так далее. Но самое важное, чтобы ребенок высыпался и научился это делать, потому что после летних каникул это крайне сложно. То есть нужно соблюдать режим не только ранних подъемов, но и ранних отходов ко сну. Совершенно верно. А что делать нам тогда, родителям, у которых дети все лето были с гаджетом, прилипшим к руке? Ну, мы с вами понимаем, что гаджеты мы забрать сразу не можем. На самом деле это будет конфликтная ситуация между родителем и ребенком, а это не наша с вами задача. Поэтому, соответственно говоря, нужно уменьшать по 10-15 минут время провождения за гаджетами, время провождения на просто пустых, бесполезных, возможно, прогулках. И добавлять совместное времяпровождение, совместные экскурсии, совместные прогулки. И, соответственно говоря, к 1 сентября у нас уже ребенок будет совершенно подготовленный. Ну, также для некоторых детей вообще посещение школы – это некоторый социальный стресс, так скажем. Вот как ребенка подготовить? Ну, тут все просто и все сложно одновременно. Подготовить мы уже с вами сказали. Режим дня, это сон, это уменьшение времяпровождения за гаджетами. Но самое-то главное – это эмоциональный настрой, о чем мы с вами сейчас и говорим. Да? Это снижение тревожности, это снижение волнительности. А мы знаем, что если мы позитивно описываем ситуацию школы, соответственно говоря, и настрой у ребенка появляется. То есть мы должны понимать, чего он ожидает от школы, а может быть, чего боится. Если он чего-то боится, возможно, не очень хорошие успехи в математике, не очень хорошие успехи в русском языке. Соответственно говоря, нам нужно упор сделать именно на это, но не заставлять, не требовать, потому что требования и так будут в школе. Кроме доверительных отношений родителей и ребенка, когда стоит обратить внимание на то, что здесь необходима помощь специалиста? А это вот то, когда мы увидим, что сегодня, завтра, послезавтра ребенок негативно относится к посещению школы, или он, возможно, уже пришел в школу, у него возникает тревога, он уходит в себя. Соответственно говоря, если родитель не может его разговорить, но тут нужно взять и пойти к специалисту. Есть школьные психологи, они не 1 сентября начинают работать, а гораздо раньше, поэтому есть возможность посетить школьного психолога. Есть у нас особая такая категория школьников, которые, наверное, больше всего переживают перед началом учебного года. Это первоклашки и выпускники. Вот как есть ли к ним какой-то дополнительный подход? Я бы добавила, кроме первоклашек, всех, наверное, школьников, которые меняют статус. А это 1, 5 классы, 9 классы и, конечно, 11. Первоклашки становятся из дошкольников школьниками. Они попадают совершенно в новые условия, они попадают к новым людям, и, соответственно говоря, повышаются требования. Да? Сон-час у нас уже отсутствует, уходит далеко назад. Соответственно говоря, у нас
больше, наверное, задач у детей, это вот первоклашки, 5 класс, где увеличиваются учителя. Это не один учитель в начальном звене, это уже множество учителей. Это переходы с класса в класс, это 5 класс, это 9 класс, который впервые будет сдавать экзамены, и которые готовы, это выпускники. И это, конечно, 11 класс, где им необходимо будет принять решение о дальнейшем жизненном пути, профессиональной ориентации, куда они пойдут. И вот эти категории, они, конечно же, будут испытывать напряжение. Мы должны им помочь. И как решать вот этот вопрос, какой подход найти? Ну, опять же, это настрой, это мотивация. Для чего это нужно? Вот перед началом нашей с вами беседы как раз речь шла о школьной моде. И это немаловажно. На самом деле посещение, вот подготовка, опять же мы говорим о подготовке, школьный шопинг, это же приятно. Если дошкольник пойдет с мамой покупать что-то хорошее, красивое, а это и рюкзак, это канцелярские принадлежности, это красивая одежда и так далее, это уже позитивно. 5-классник, у него уже отношение к одежде другое, он становится взрослым, он тоже. Это тоже все позитивный настрой. А если ребенок меняет школу с 1 сентября? Да, конечно, это тоже напряжение, это тоже тревога. Ведь у него уже друзья, те, которые были, они остаются в прежней школе. И здесь ему приходится налаживать коммуникацию как с учителями, так и с учениками. И здесь на помощь приходит в тот адаптационный период как раз школьные психологи. Педагоги-психологи, которые помогут, классные руководители, которые помогут. Ну и, конечно, взаимодействие с семьей, это очень важно. И, конечно, родителям это доверительные отношения. Я бы порекомендовала всем нашим родителям посмотреть на своего ребенка как уникального, самого лучшего, самого смелого и позитивного. Потому что, почему я говорю о доверии? На самом деле, нам же важно узнать, в какой момент ребенку сложно, а в какой, может быть, необходимо ему помочь или направить куда-то в нужное русло. Соответственно говоря, мы должны понимать, что ребенок должен поделиться своим отношением, своим мнением. Ну и, конечно, опять же, ожидания ребенка от школы, от этой школы, от сегодняшней школы. Оксана Петровна, действительно, это очень полезная беседа как раз-таки в преддверии начала учебного года для тех, кто только первый раз идет в школу, для тех, кто как раз-таки идет последний год отучиваться и уже после этого вступать во взрослую жизнь. Я думаю, многим нашим родителям она очень актуальна. Мы продолжим разговаривать с нашей гостьей. Вы как раз можете задавать вопросы по номеру 914-273-44-88, а прямо сейчас мы прервемся на небольшой информационный блок. Доброе утро, Якутия! В студии Кристина Якупова. Женщина, родившая и воспитавшая 10 и более детей, теперь может получить звание «Мать-героиня». Такой указ подписал президент Владимир Путин. Награжденная получает единовременно 1 миллион рублей. Звание присваивается, когда 10-му ребенку исполняется год. Остальные дети также должны быть живы, кроме погибших или пропавших без вести при защите Отечества, исполнения воинского, служебного или гражданского долга в результате теракта или чрезвычайной ситуации, умершие из-за трудового увечья или профессионального заболевания. Также Владимир Путин ввел единовременное денежное поощрение для тех, кто получил медаль ордена «Родительская слава» в размере 200 тысяч рублей. А награжденные таким орденом теперь получат единовременно не 100 тысяч, а 500 тысяч рублей. Многодетные семьи в республике могут получить ежегодную выплату на школьные принадлежности детям в размере около 3900 рублей. Рассчитывать на нее могут малоимущие семьи с 3 и более детьми в возрасте до 23 лет. Оформить выплату можно на портале eyakutia.ru и в центре «Мои документы». Напомним, в прошлом году по указу президента России семьи с детьми школьного возраста получили компенсацию по 10 тысяч рублей. На сегодняшний день нет информации о повторе данной выплаты. В якутском селе Тыкюэль Татинского района взамен аварийной построят школу с интернатом на 450 мест. Глава Якутии С. Николаев попросил премьер-министра Михаила Мишустина выделить средства на строительство нового объекта.
Мишустин, в свою очередь, поручил проработать вопрос федерального софинансирования. Действующее здание лицея в селе Этыкюэль 1974 года постройки. Сейчас школьники учатся в нескольких зданиях, не отвечающих требованиям образовательного стандарта. Проектная документация на стадии завершения. В октябре планируется получение положительного заключения госэкспертизы проекта. Михаил Мишустин отметил, что дети должны учиться в комфортных условиях. Вчерашняя новость, конечно, нас очень обрадовала. Вот именно такие меры поддержки, принимаемые нашим правительством, они, конечно, дают стимул для того, чтобы село развивалось, молодые специалисты оставались на местах, ну и дети, которые обучаются в селах, никак не отставали в обучении от детей, которые учатся в городах. Мы очень ждем и надеемся, что наша новая школа будет отвечать всем современным требованиям для всестороннего развития ребенка. Заготовленные рулоны сена пострадали от паводка в Верхневилюйском районе. Эта проблема коснулась покосных лугов на слегов Балаганнах, Харасу, Дюлюкю и Быракан. Из-за непогоды и дождливых дней хозяева не смогли вывести свои заготовки. С целью оценить ущерб туда прибыл руководитель управления сельским хозяйством Верхневилюйского УЛУСа. Дожди на днях, из-за этого где у нас сенокосные угодья, и там у нас уже вышла вода. Из-за этого немножко у нас стала проблема. А в этом году у нас сено есть. Ну, мы постараемся, конечно, выполнить свой план. Проблема у нас не только стоит в Балаганнахе и Дюдлюкю, где остров, да, и в Баракане. Доброе утро, друзья! Всем, кто начинает свой день вместе с программой Якутии, всем, кто только присоединился. В это утро мы говорим о том, как же нам подготовиться к 1 сентябрю, к первому учебному году и к началу учебы. И в этом нам помогает наша гостья. В гостях у нас Оксана Басенко, психолог, заместитель школы средней общеобразовательной номер 10 города Якутска имени Новопашина. Доброе утро, Оксана Петровна, еще раз. Доброе утро. Мы с вами в начале нашего эфира обсудили о том, как проходить какую-то подготовку именно в плане выравнивания режима. Сейчас давайте, я бы хотела затронуть такую тему, что доверие в отношениях как раз-таки первым другом ребенку должен стать родитель. Что делать в период переходного возраста? Что делать, если этот момент был как-то упущен? Вот как снова настроить вот эти вот коммуникации с чадом? Но мы с вами говорили о том, что доверие – это очень важно настроить. Мы должны знать с вами интересы детей. Интересы детей – это очень важно. Проблемы отцов и детей в переходном возрасте, они были всегда и будут. У кого-то легко проходит это дело, у кого-то сложнее. Но мы должны интересоваться жизнью ребенка, его желаниями и ожиданиями от всего, что он делает, чем он занимается. И поэтому мы должны быть в переходном как раз возрасте не мамой больше, не папой больше, а другом. То есть тем сильным плечом, тем сильным другом, которому ребенок может довериться, рассказать. Не пойти куда-то к незнакомому человеку, не там довериться, не там рассказать обиды свои, возможно, может быть и проблемы какие-то, а здесь, рядом, здесь и сейчас. А вот какие могут быть тревожные звоночки, на которые стоит обратить внимание, которые, может быть, они какие-то как изменения просто в темпераменте, такие легкие, которые потом в последующем могут привести к каким-то большим проблемам как раз-таки во взаимоотношениях? Если ваш ребенок увлекался чем-то и перестал резко увлекаться, если находит всевозможные причины, чтобы не разговаривать и избегать общения, если уходит в себя, может быть, сердится, злится, агрессирует, и такое тоже возможно. Если игнорирует даже вопросы, не отвечая, уходит в комнату. Зачастую же дети взрослее говорят, что я сам все умею, я сам все знаю. И нас, родители, это сердит, злит. Тут терпение наше. Терпение и, конечно, проявление интереса и любви к своему чаду.
Большое спасибо. Действительно, я думаю, это было очень полезно. И это нужные советы для каждого родителя, для каждого, независимо от того, первоклассники или выпускники. Спасибо большое, что вы подошли к нам как раз в нашу студию и рассказали об этом. Мы двигаемся далее. Доброе утро всем, кто присоединился к эфиру. На календаре у нас 17 августа, среда. И это значит, что мы вновь заглянем в прошлое и вспомним славные страницы истории нашей республики. В рубрике, посвященной столетию образования якутской автономии, в прошлый раз мы рассказывали о казахском периоде жизни Максима Кировича Амосова. Сегодня речь пойдет о его деятельности в Киргизии. В 1937 году Максима Кировича Амосова направили на работу в Киргизию. Горную, красивую страну с быстрыми реками и озерами он нарек советской Швейцарией. В ней он проработал всего лишь 230 дней, но эти дни были насыщены событиями обустройства нового союзного статуса. А будучи направленным в Казахстан на работу, Максим Кирович очень быстро выучил казахский, киргизский, узбекский и татарский языки. Для него это было несложно, учитывая тюркское языковое сходство. В Киргизии он заложил основы строительства шоссе на Иссык-Куле. И на первом партийном съезде Максим Кирович Амосов поставил вопрос собирания и воссоздания народного эпоса Манаса, океаноподобного, по выражению Чингиза Айтматова, эпоса киргизов, который уходил своими корнями вглубь веков. Именно Максим Кирович сыграл решающую роль в переломе настроения руководства республики в отношении Манаса и в принятии решений об издании народного эпоса и его переводе на русский язык. Редактор газеты «Советкы Кыргызстан» Жан Алиев в 1970 году вспоминал: «Мы с Максимом Кировичем Амосовым по работе очень сблизились. Часто ездили с ним на охоту, он никогда не промахивался и был всегда аккуратно одетым. И однажды он рассказал о Якутии и сказал, что он якут. Он без переводчика очень хорошо говорил на немецком и английском языках, всегда был интересным собеседником, поскольку много читал и очень много знал. Первый президент независимого Кыргызстана Аскар Акаев в 1996 году во время официального визита президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева заявил: если в глубине тысячелетий предки народов Саха и кыргызов вместе создавали свои героические Аланхо и Манас, то в 30-м году нашего века выделяется сын якутского народа Максим Кирович Амосов, и он стал одним из основателей государственности Якутии и Кыргызстана в 1937 году. Максим Кирович оставил яркий, неповторимый, как метеор, след на небосклоне истории Кыргызстана. История является основным хранилищем информации. Все даты, события, знания прошлого, веков, они заботливо собраны и записаны историками. Благодаря этому мы в любой момент можем узнать о том, кто и как изобрел велосипед, когда была основана Москва. Без подобных записей люди бы постоянно забывали свои открытия, и им бы приходилось придумывать все заново. На очереди наша рубрика «Даты и события». На календаре 17 августа сегодня отмечают День благодарности черным котам. День ванильного заварного крема. По народному календарю 17 августа праздник Авдотьи Малиновки. В данный период в лесах зрели ягоды дикой малины. Также в эту дату считали последним днем для сбора урожая огурцов, потому что после они не растут, а те, что вырастут, обязательно будут горчить. Погода 17 августа прогнозировала, каким будет ноябрь. Если день выдался душным, это сулило затяжные мелкие дожди. События в этот день. В Англии был открыт фотосинтез. По велению императора Николая I в 1836 году в Московском Кремле был установлен царь-колокол. В этот день в Москве был открыт стадион «Динамо». В 1961 году в СССР создана система гражданской обороны. Советский атомный ледокол «Арктика» первым из наводных кораблей достиг Северного полюса Земли.
17 августа в 1998 году в России был объявлен дефолт. Также этот день известен как «Черный понедельник». В этот день родились Антон Дельвиг, русский поэт, издатель. Елизавета Водовозова, русская детская писательница, педагог, мемуаристка. Матвей Захаров родился в 1898 году. Советский военачальник, маршал, дважды Герой Советского Союза, профессор. Олег Табаков, советский и российский актер, режиссер, педагог, народный артист СССР. Николай Губенко, российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, общественный деятель. Муслим Магомаев, советский и азербайджанский оперный и эстрадный певец, народный артист СССР. Роберт Де Ниро, американский актер, режиссер и продюсер, обладатель премии «Оскар». Именины в этот день отмечают Ян, Семен, Михаил, Максимилиан, Константин, Иван, Дмитрий, Денис, Андрей, Алексей, Ия, Ирина, Евдокия, Дарья, Арина. Имя на странице истории дано не каждому, а вот 8-летний житель Анапы Григорий Давтян, несмотря на свои малые года, уже демонстрирует исключительные способности и заявляет о своем желании стать известным на весь мир. Юный спортсмен сделал 3100 повторений в упражнении на пресс за 2 часа 10 минут. Отец мальчика Милан Давтян зафиксировал результат на видео и уже подал заявку в Книгу рекордов России. Это все спонтанно вообще началось, то есть как бы он активный участник спорта, скажем так. Все время как батарейка на позитиве двигается именно в рамках спорта. И в очередной раз просто он спросил у меня, куплю ли я ему приставку, то есть и я ему как бы сказал, вот сделаешь 1000 пресса. Через несколько дней подошел, говорю, да, попробуем. Ну, попробовали, и в результате он просто делает 1000, на что я ему покупаю приставку, то есть и все. А ночами не спал, когда узнал, что рекорд 2085 стоит за мальчиком, и он стремился к этому рекорду. Потом он сделал 2000. Георгий систематически занимается спортом, соблюдает строгий режим. Каждый день он начинает с пробежки, затем проходит 2-часовую тренировку на татами. Также с 4 лет Давтян-младший занимается карате, дзюдо и рукопашным боем. В коллекции рекордсмена 60 медалей. Юный спортсмен мечтает стать звездой мирового уровня. Его мотивирует успех экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Для него Хабиб Нурмагомедов, чемпион мира UFC, это как идеал спорта, то есть он стремится стать таким же. Просто по 50 раз прибавлять по каждому дню. И так можно 1000 делать, 2. И даже больше. Просто захотелось. Хочу стать известным на весь мир. Предыдущий рекорд России по количеству повторений на пресс принадлежит 8-летнему Мухаммаду Джемакулову из Карачаева-Черкесии. Он выполнил 2085 повторений за 2 часа. Ну а алданские школьники, возможно, тоже в будущем побьют российские и мировые рекорды. А пока они весело, используя, проводят время на детской площадке, действующей при детско-юношеской спортивной школе Алдана. В городе это единственный лагерь дневного пребывания, действующий в августе. Активный отдых, оздоровительное развитие – таковы принципы организации досуга юных спортсменов в период каникул. Ранним утром на стадионе Центра спортивной подготовки собрались юные спортсмены Алданского района. 2, 5 и 10 километров. Таковы дистанции, определенные для разных возрастных групп. На старт велозабега, посвященного Дню физкультурника, воспитанники летней площадки, действующие при детско-юношеской спортивной школе, вышли в полном составе. Были соревнования, велогонка. После них вечером роллеры. Я заняла 3-е место. Лагерь дневного пребывания при детско-юношеской спортивной школе единственный в Алдане, который принимает детей и подростков в августе.
Площадку посещают порядка 50 мальчишек и девчонок. Велозабег, посвященный Дню физкультурника, стал лишь одним из множества мероприятий, в которых принимают участие юные спортсмены. Летом работали по графику, у нас были по 2 тренировки в день, а младшая группа 1 тренировочка в день. Мы привыкали, учились кататься на роллерах. Лето было насыщенное в этом году, мы успели сходить на восхождение горы Лебединой, Якутска. Мы успели сходить в поход с ночевкой, на сплав с ночевкой. Утром после завтрака и краткого инструктажа дети вместе с тренерами отправляются на плановую тренировку. Несмотря на то, что распорядок дня на площадке при спортивной школе весьма плотный, ребята вовсе не устают. Нет, я здесь наоборот здесь отдыхаю, мне здесь очень нравится. У нас есть сплавы, походы, мы катаемся на роллерах, занимаемся. Клевые у нас тренера. Я наконец-то научилась ездить на роллерах, и мне это нравится. Участвуем в соревнованиях, прошла велогонка, впереди нас ждет первенство республики по кроссу и лыжероллерам. Мы тоже будем принимать в нем участие, надеемся на хорошие результаты. На площадке юные спортсмены разделены на группы. Самые маленькие в сентябре пойдут в 1 класс. Они посещают оздоровительную группу. Ребята постарше занимаются лыжными гонками, и занятия в летний период для них – отличная возможность нарастить мастерство. А в активе у подростков уже имеются весомые достижения. У нас вот здесь стоят часть ребят, которые входят в состав сборной республики, которые, я надеюсь, примут участие в международных играх «Дети Азии» в Кемерово в конце февраля, начало марта 2023 года. Ну и в первенстве России, и в первенстве Дальнего Востока. Вот к этим соревнованиям мы в основном готовимся. Мы летом не отдыхаем, у нас каникул летом нет, мы летом тренируемся, зимой соревнуемся. В лагере при детско-юношеской спортивной школе время проходит весело и незабываемо. Активный отдых, оздоровление и развитие – таковы основные принципы организации досуга юных спортсменов в период каникул. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алдан. Наверняка, чтобы добиться серьезных побед в спорте, надо с самого раннего возраста усиленно заниматься. А для того, чтобы быть просто здоровым, как минимум делать утреннюю зарядку. Какие еще полезные привычки помогут сделать утро бодрым и продуктивным, снизить стресс, нормализовать сон и в целом улучшить качество жизни? Расскажет об этом наш доктор Татьяна Кехтер. Не пользуйтесь телефоном сразу после пробуждения, а откройте шторы и сделайте приседания. Исследование показало, что активное использование мобильных телефонов напрямую связано с увеличением количества сообщений о депрессии, как у мужчин, так и у женщин. А вот воздействие солнечного света полного спектра утром заставляет организм вырабатывать серотонин, который улучшает настроение в течение всего дня. Принимайте прохладный душ в течение 2-3 минут. Воздействие холода активизирует симпатическую нервную систему и повышает уровень бета-эндорфинов и норадреналина в крови. Температура должна быть около 20 градусов, снижать ее желательно постепенно. Позавтракайте. Люди, которые не отказываются от завтрака, менее подавлены и чувствуют меньше стресса, чем те, которые пропускают завтрак. Пропуск завтрака приводит к низкому уровню сахара в крови, что вызывает плохое настроение, раздражительность и усталость. Вы можете добавить свои полезные привычки, например, утреннюю пробежку, 50 приседаний, тарелку зеленого салата. Начните день с бодрого утра, и позитивный настрой сохранится до самого вечера. Спасибо нашему доктору за советы. Хочется добавить от себя, что одна из самых нужных и полезных привычек – это прогулки на свежем воздухе. Конечно, сейчас в августе много мошкары и местами даже комары встречаются. А что делать, если на химические распылители аллергия? Узнаем, что есть в арсенале из народных средств. Комары и мошки – извечная проблема для якутян летом. Безусловно, большинство знает базовые способы защиты, такие как химические средства, например, спирали и распылители. Однако я хотел бы поговорить об альтернативных методах борьбы с насекомыми. Главное, что следует знать, комаров раздражают многие сильные запахи. Владельцам дачных участков можно порекомендовать высаживать сильно пахнущие растения, вроде лаванды или герани. Более того, запах жженой кофейной гущи также отпугивает насекомых. Его следует высушить и поджигать по 2-3 чайные ложки за раз. Касательно личной защиты, тут действует то же правило. Насекомые боятся сильных запахов, таких как от натуральных ароматизаторов.
например, ванилина, корицы и других. Использовать это можно следующим образом. С помощью пульверизатора или другого распылителя мы можем нанести эти ароматизаторы на кожу. Для этого мы просто добавляем ароматизатор в воду. И наносим на кожу. Главный плюс таких ароматизаторов – они вызывают меньшее раздражение у многих людей в плане запахов. Это выгодно их отличает от химических аналогов. Если же вас все-таки уже укусили насекомые, то следует обратиться к охлаждающим средствам. Способов много – охлаждение с помощью льда, охлаждающих мазей или зубной пасты. Чтобы воспользоваться данными способами, достаточно просто нанести на место укуса мазь или другое средство. Охлаждающие элементы снизят зуд. Комары и мошки – постоянная проблема для жителей Якутии, поэтому мы уверены, что у каждого из наших зрителей есть свой собственный способ борьбы с ними. Делитесь с ними с нами. Порой назойливее комаров и мошек бывают коллекторы, которые названивают должникам и требуют выплаты долгов. Что делать, если гражданин не может расплатиться по долгам? Одним из выходов является банкротство. С недавнего времени для того, чтобы признать себя банкротом, во внесудебном порядке можно подать документы через офис «Мои документы». Как это сделать и что для этого нужно, мы спросим у нашего гостя, ведущего юрист-консульта «Мои документы» Антона Попова. Доброе утро, Антон Владиславович. Вначале поясните, пожалуйста, что такое внесудебное банкротство, кто им может воспользоваться и как это сделать? Ну, внесудебное банкротство – это предусмотренная государством мера освобождения от задолженности в случае, если он соответствует определенным условиям, предусмотренным законодательством. Ну, само способ снятия, подачи заявления – это через офис-центр «Мои документы», они подают заявление со списком кредиторов, и при соответствии всех условий, то дальше уже без его участия будет проведена процедура банкротства, и при удовлетворении с него все долги спишутся, которые указаны были в заявлении. У меня слово «банкротство», оно как-то ассоциируется именно с какой-то компанией, с какими-то юридическими лицами. А вот физическим лицам как раз-таки такая процедура внесудебное банкротство подходит? Ну да, внесудебное банкротство предусмотрено именно только для физических лиц, обычных граждан, в случае, если они соответствуют требованиям таким, как против них было возбуждено исполнительное производство на основании решения суда, и данное исполнительное производство было прекращено по пункту 4 части 1 статьи 46 Федерального закона об исполнительном производстве в связи с отсутствием имущества. При этом их задолженность не превышает 500 тысяч рублей и не менее чем 50 тысяч рублей. Вот при таких обстоятельствах он может подать заявление. Кому могут точно отказать в этой процедуре? Отказывают в основном тем, кто не соответствует указанным ранее требованиям, а также тем, у кого финансовое положение в принципе не столь плохое. Например, у них есть достаточно заработок, чтобы покрыть все эти задолженности, которые у них есть в разумные сроки. Либо у них есть имущество достаточно для того, чтобы его реализовать и уже покрыть эти самые расходы. Хорошо, какие тогда документы нужно предоставить для того, чтобы признали банкротство? Ну, пакет документов тут маленький. Требуется в основном паспорт, заявление и список кредиторов. Список кредиторов заявитель составляет самостоятельно. Для того, чтобы узнать, какие задолженности и где у них есть, он может обратиться непосредственно в кредитные организации, управляющие компании. На сайте судебных приставов может получить информацию, в госуслугах также есть информация. Вот он все это собирает, заполняет и сдает. Вот 3 документа: заявление, список кредиторов и паспорт. Нужно ли прибегать к услугам юриста для того, чтобы признать себя банкротом? Нет, внесудебное банкротство является автоматизированной. Участие юриста ни на какой стадии не требуется. При соблюдении условий он просто подходит в центр «Мои документы», подает заявление, и на этом все. В течение 3 дней ему придет соответствующее уведомление, согласны или не согласны. А вот все ли долги можно вот таким образом, правильно, наверное, будет сказать, списать или даже простить? Либо какие-то те же самые микрозаймовые организации, они как раз-таки, для них вот это внесудебное банкротство не имеет никакой значимости. Списывается, скажем так, большинство видов долгов, такие как кредиты, все списываются у нас, не списываются. Это алименты, задолженность по алиментам не списывается,
присуждены денежные средства за причинение тяжкого вреда здоровью и вообще вреда здоровью как таковому. Ну и другие, как говорится, обязательные платежи, которые в принципе никаким образом не подлежат для освобождения. Либо у них предусмотрен свой собственный алгоритм для освобождения от уплаты этих средств. После этой процедуры могли бы вы подсказать, это как-то влияет как раз-таки на дальнейшую кредитную историю? Да, получается, согласно закону, в течение 5 лет данное лицо не может брать кредиты, и, соответственно, будет соответствующая пометка в кредитной истории, что данное лицо уже обанкротилось своевременно. И при подаче заявления на кредиты в течение этих 5 лет он каждый раз должен будет об этом уведомлять. А какие есть случаи, когда как раз-таки досудебное как раз-таки банкротство, оно не работает, и все-таки приходится обращаться в суд? Ну, в большинстве случаев это касается тех случаев, когда у них нет оконченной исполнительного производства по той статье, которую я ранее указывал. В этом случае у них остается только возможность обратиться в суд, в арбитражный суд для судебного банкротства уже. А можно ли все вот это вот подать дистанционно, или все-таки требуется личное присутствие? Требуется именно личное присутствие. Другими способами, как по почте, электронно через сайты, способов подать возможности нет. Какие еще нужны моменты учесть как раз-таки людям, которые попали вот в сложную ситуацию? Надо учесть при подаче заявления корректное заполнение списка кредиторов. Надо очень внимательно к нему отнестись, надо точно указать, кто кредитор и размер задолженности. Если при заполнении соответствующего заявления должник что-то не укажет, либо укажет неверно, если он укажет неверно в большей стоимости, ему откажут. Если он укажет в меньшей стоимость, то вся задолженность, которая ранее в заявлении не была указана, она остается как и была. Много ли граждан обращаются уже? Да, заявлений в целом много, но в части из них они, конечно, не подходят под условия банкротства, но те, кто смогли подойти под все условия, да, у них все, процедура уже прошла. Как вы помогаете, как вот решаете вот этот вопрос? Вы помогаете, как раз-таки указываете на ошибки, которые были допущены ранее, и помогаете им в дальнейшем правильно заполнить документы, или как-то иначе? Центр «Мои документы» может предоставить им образец. То есть мы предоставим само заявление и список кредиторов, вот бланки, которые у нас установлены, и предоставить образцы. И, соответственно, информация, где можно получить соответствующие необходимые данные для заполнения списка кредиторов. И, наверное, последний вопрос. Внесудебное банкротство, его можно как раз-таки признать перед кредитными организациями, или же если кредит, займ, был продан уже коллектором. В этом случае поможет ли данная процедура? Да, данная процедура поможет. И если он продан коллектором, то, по сути, кредитором будет уже только коллектор. То есть, вне зависимости от того, кто является кредитором, у кого находится право требования, против всех, кто был включен в список кредиторов, против тех всех будет применена, списание долгов, получается, по-простому. Большое спасибо за разъяснение. Я надеюсь, что с вашей помощью как раз-таки наши телезрители решат ряд своих проблем, которые есть. Ну и, конечно же, друзья, мы желаем вам все-таки проблем таких поменьше. Но в любом случае, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Большое спасибо. А прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы с последними и актуальными новостями. Все, да? Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлили до 23 августа. Это воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. С 2019 года в республике действует адресная программа по переселению из ветхого и аварийного жилья. Люди, которые десятки лет жили с печным отоплением и удобствами во дворе, получают ключи от новых благоустроенных квартир. Сейчас активно ведется работа по реализации адресной программы по переселению. На сегодняшний день выполнено более 40% от всей программы. В рамках муниципального бюджета в этом году предоставлены выплаты 12 семьям из 12 жилых помещений. Проводятся электронные аукционы по 23 жилым помещениям, по части которых заключены муниципальные контракты. Также к концу этого года планируется расселить 35 семей из 17-го квартала.
Благодаря дополнительному финансированию этапа 2021 года планируется выполнить большую часть программы к началу уже следующего года. До конца 2022 года планируется расселить и передать 672 квартиры в строящихся объектах. За текущий год уже по настоящее время переселено 237 семей. Частные хозяйства получат дополнительную господдержку на заготовку молока по поручению главы региона Айсена Николаева. Теперь им за литр молока заготовительной компании должны оплачивать 10 рублей. Часть затрат переработчикам возмещается из республиканского бюджета. В этом году 17 тысяч тонн молока планируется заготовить при помощи частных семей, а общий годовой план в республике составляет 62 тысячи тонн цельного молока. Из них выполнено 59%. На сегодня по поручению главы региона по доведению средств 10 рублей на возмещение части затрат по заготовке молока в ЛПХ порядок уже формирован и утвержден. На следующей неделе мы после сбора документов, всех документов от муниципальных районов и от заготовителей проведем отбор и доведем средства до заготовителей. При Амгинской станции юных натуралистов во время летних каникул действует лагерь юнатов, где школьники изучают природу родного края, проводят научно-исследовательскую работу, занимаются сельскохозяйственными работами. Лагерь ведет работу по 4 отделам. Это овощеводство, цветоводство, экология и для школьников начального звена лагерь «Эко-Амма». Каждый сезон дневной лагерь охватывает по 45 детей. Они с удовольствием ухаживают за растениями и за животными. В этом году у многих питомцев пополнение, что еще больше радует воспитанников. Ежегодно силами педагогов и работников осваиваются новые методы работы. Это орошение овощных культур методом капельного полива и размножением садовых кустарников из других регионов. Тут растут очень много видов, а также тут приехала одна такая особая голубая ель. Она приехала к нам в Сибири и растет там, в Драйере. Также там есть березы, ели, тополь, рябина и так далее. Ну, за ней ухаживать гораздо легко, потому что надо всего лишь поливать и очищать ее от всяких сорняков и так далее. С утра приходим и поливаем, сорняки убираем, опыляем кабачки. Потом после обеда играем там на поле, волейбол, пионербол. На этом все. Коллеги, передаю вам слово. Доброе утро, дорогие наши ранние телезрители. Надеемся, вы уже проснулись и смотрите наш эфир. Ну а тем, кто еще не может толком проснуться из-за того, что ночью наблюдали за необычным поездом светящихся звезд, пролетающим над Якутском, и не понял, что это было, спешим сообщить, что это были спутники компании Илона Маска, которые запускают, чтобы обеспечить землян доступом в интернет с любой точки планеты. Некоторые якутяне опубликовали в соцсетях снятое ночью видео. На них видно, как 46 спутников Starlink с компании SpaceX пролетают строгим рядом над небом Якутии. Ну а те, кто пропустил это зрелище, не переживайте. Как сообщается на сайте finstarlink.com, поезд еще можно будет увидеть в небе над Якутском до 20 августа. Ну, понятное дело, что в темное время суток. Так что почаще смотрите в небо. Ну а мы вернемся с небес на землю с другом в обнимку. В Петербургском экспофоруме прошла выставка «Город собак». Репортаж наших коллег из Раптли. В выставке приняло участие около 1500 животных. В этом году «Город собак» проходит в 3-й раз. До этого мероприятия проводили зимой и весной. Еще одно запланировано на ноябрь. Выставка «Город собак» у нас в этом году проходит, это 3-й раз уже. У нас до этого проводилась выставка зимой, весной и сейчас летом. Следующая планируется в ноябре. Выставка у нас достаточно посещаемая, и каждый раз у нас участвует около 1500 собак в день. Посетители выставки могли не только посмотреть на других четверолапых, но и похвастаться своими любимыми питомцами, взяв их с собой. Прийти на выставку со своей собакой можно, конечно, без проблем, купив билет. Ну, главное, чтобы ветпаспорт с действующими прививками или чип у собаки был.
Также организаторы подготовили для гостей разнообразные мастер-классы, лекции и показательные выступления представителей различных пород. Кроме того, любой посетитель, подумывающий о приобретении четвероногого друга, мог пообщаться с заводчиками и узнать больше об интересующей породе, а также взять собаку в аренду, погладить, покормить и даже выгулять на поводке по территории выставочной площадки под присмотром волонтера. Для тех, кто хотел бы взять собаку из приюта, был организован фестиваль «Путь домой». Цель у нас, во-первых, первое, чтобы о приютах узнали, что они существуют, что это не миф, что у нас живут собачки, кошечки, что они реальные, что реально нужна помощь. Ну и второе, самое, скажем так, важное, это пристройство животных, бездомных, именно на фестивале. То есть человек контактирует с собакой, он видит ее и принимает решение осознанно. Не на картинке, вот картинка, вот собачка, хочу собачку такую. Он видит живую собаку, большую, лохматую, возможно, слюнявую какую-то. О, точно, вот точно, это моя собака. Выставка «Город собак» проходила в Петербургском экспофоруме. На ней, как сообщается в анонсе мероприятия, было представлено более 400 пород собак, включая самых редких. А следующее видео, думаю, вызовет улыбку у многих. Она тоже о собаках. Ситуация неловкая и немного комичная, пишет в комментариях Кролику. Если вы думали, что собаки не бывают интровертами, то вы очень ошибаетесь. Группа шведских владельцев собак-интровертов решили познакомить своих питомцев. Люди пришли в парк к определенному времени вместе со своими питомцами и хотели посмотреть, что выйдет из этой затеи. В итоге собаки лишь переглядывались, а общая тишина лишь подчеркивала комичность ситуации. Лишь несколько собак решились обнюхать друг друга, но и на этом общение закончилось. Встреча длилась около часа. Если поначалу животные пытались как-то взаимодействовать, то потом их социальные батарейки сели, и они всем своим видом показывали, что хотят вернуться домой. Видео мгновенно стало популярным, и в ТикТоке его посмотрели более 23 миллионов раз, и оно собрало более 4 миллионов лайков. Люди в комментариях делятся, что сами иногда бывают в такой ситуации. Например, в перерыве с коллегами в офисе. Кто-то признается, что даже представить не мог, что собаки тоже бывают интровертами. Вот такие вот необычные собачки. Ну, скорее всего, это все дело пандемии. Просидели мы долгое время дома и отучились как раз-таки друг с другом взаимодействовать. Ну, друзья, для того, чтобы таких ситуаций не было, можно начинать с малого. Хотя бы с другими владельцами собак, своими знакомыми. Вы попробуйте созваниваться по фейстайму. Может быть, это даже как-то в последующем и лишит вас таких вот неловких ситуаций. Ну и, конечно же, общайтесь друг с другом больше. Для тех, кто только думает, что сегодня утром надеть, взять ли с собой зонтик, друзья, информация о погоде последняя и актуальная в нашем эфире. Гидрометеоцентра в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 10-12 градусов тепла. В заречной группе от 7 до 13 со знаком плюс. В южных в это утро в Алдане плюс 9, а в Нерюнгри плюс 12. 11-13 в Вилюйской группе, 10-12 в Нижнеленских и 10-11 в западных. В Колымо-Индигирской группе Улусов плюс 6, плюс 13 градусов. В Янских от 7 до 10 тепла, на северо-западе 10-12 выше 0. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 11 градусов тепла. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Штиль. В течение дня синоптики обещают кратковременный дождь. Ветер подует юго-восточный с порывами от 4 до 9 метров в секунду. А днем столбик термометра зафиксирует температуру воздуха на отметке плюс 20, плюс 22 градуса. Ну что, друзья, время нашего эфира подошло, к сожалению, к концу. Давайте будем радоваться тому, что сегодня среда, это уже середина недели. Но и не забывать о том, что утром завтра мы с вами снова обязательно встретимся на нашем телеканале. Отличного вам настроения, потрясающих событий в течение сегодняшнего дня. И мы сделали все возможное для того, чтобы ваше настроение было действительно добрым и радостным. На этом мы с вами прощаемся. Увидимся завтра. Хорошего дня.